интернете цендек. Хешуйся, Ибраим, нормально хази телеграм чувак. Сейчас начнем. Так. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Сомухе шуац. Прямой эфир, а? Хаам бичани аш. Так, докуна. Так. Бисмилля, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Доброй ночи, уважаемые друзья. Так, дорогие подписчики, Ибраим, все, кто в эфире, как со звуком, дайте знать, звук, есть ли, подключен ли YouTube, Telegram мы подключили, как меня слышно, видно на Instagram площадке. Дайте знать.
что там происходит. Звук есть. Хорошо все слышно, да? Итак, друзья, алейкум ассаламу рахматуллахи ва баракату. Дикью, все. Итак, дорогие друзья, я рад приветствовать. У нас сегодня суббота, время прямого эфира. Надеюсь, меня хорошо слышно, видно. Надеюсь, что мы сегодня рассмотрим актуальные вопросы, важные вопросы для нас. Поэтому, если у вас есть вопросы, готовьте, пишите в Ютубе. Если вы хотите более подробно или рассказать о чем-то, можете зайти на наш телеграм-канал. Ссылки вы найдете, Ибраим скинет сюда, вы можете пройти по ссылке, подписаться на телеграм-канал. Там уже заранее есть модераторы. Они, если вы хотите задать вопрос, поднимите, как говорится, там руку, вас подключат, и вы можете в аудио формате задать вопрос. В Ютубе тоже пишите вопросы, Ибраим обязательно их перешлет, и мы не оставим неотвеченным, надеюсь, ни один корректный культурный вопрос касаемо истории, географии, культуры нашего народа. Сегодня у нас точно так же я хочу вас ознакомить с некоторыми документами и, так сказать, с нашими новыми приобретениями касаемо материала, который мы будем в дальнейшем использовать для нашей работы, для публикации, для продвижения, так сказать, нашей истории и правды. Сегодня у нас приобретений не так много, но все-таки для меня особо важные. Каждый, как говорится, каждая из этих книг, они на основании архивных документов, наработок, которые были сделаны, написаны одними из авторитетных историков и Кавказа, и по истории, и по археологии. Так что я думаю, что вам тоже понравится. Это одно из наших новых, в принципе, так сказать, одна из книг, мы ее очень часто цитировали, публиковали данные документы. Из них непосредственно покоренный Кавказ, Каспарий. Но остальные, конечно же, благодаря поддержке нашего друга, нашего канала, за счет его поддержки мы сегодня приобрели эти новые книги, очень важные книги. И я бы сказал, даже более скажу, что очень редкие книги для меня. Почему? Потому что там есть некоторые книги, которые очень редко попадаются. Вот. Также мы ответим на вопросы предыдущих непосредственно нашего недели, 2 недель отсутствия, которые мы делали посты. Вы видели, вы можете задать по этим вопросам по этим постам любые вопросы касаемо нашей истории, географии, культуры. Целенаправленно прямо по одной тематике нету. Книгу, которую я вам обещал, вот эта книга по объединению Чечни и Ингушетии, мы оставим на следующий, так сказать, эфир, чтобы сразу каждый эфир нас непосредственно не касался одной тематики, а то некоторые у нас начинают плакать и говорить: вот вы опять обсуждаете там наш регион и так далее и тому подобное. Дело в том, что обсуждение регионов и соседей не входит в задачу как таковой, в нашу задачу исторического паблика, который мы ведем. Все, что касается истории Чечни и территории Чечни, вот это преобладающая цель нашего, так сказать, прямого эфира. Ну вот, непосредственно, Алла била, Сахаб, 11 часов ночи, я не знаю, как на Бродвее живу. Цель такова, чтобы было понятно. Последнюю неделю мне начали обращаться, писать
некоторые наши соседи Сюли, Румки, и опять же с претензиями, что ты имеешь, у тебя есть ненависть там к Сюли, у тебя там есть ненависть, там презрение, там пишите плохое про Румки и так далее и тому подобное. Уважаемые друзья, здесь нету никакому народу к соседствующими с нами претензий как таковой нету. Есть конкретные претензии по конкретным постам, и я подчеркиваю, еще раз повторяюсь вам, я подчеркиваю людей, которых мы называем нарнийцами, подчеркиваю их непосредственно, подчеркиваю их аккаунты. Если на их аккаунтах написано, если на их аккаунтах написано, что они там аль-кумук, или написано, подождите, вот, если на их аккаунтах написано там Кумук Легион или Аварский там Нуцалханы, Нуцальство и так далее и тому подобное, название их канала таково, здесь проблемы не должны быть ко мне. Понимаете? И здесь вопросы не конкретно всему народу. Если он себя ассоциирует и пишет как от целого народа, тогда ему и отвечать нужно за свои деяния. Вы заходите ко мне, пишите мне там в директе, пишите, вот у тебя ненависть, у тебя презрение, у тебя такое-то, такое-то отношение там, к аварцам, к кумыкам, там, к ингушам и так далее и тому подобное. Ну, ингуши это вообще отдельная история. Но, альхамдулилля, в последнее время, честно, от души скажу, что в последнее время все больше и больше братьев, которые говорят, что да, мы одно единое целое, у нас общая история, таких людей становится все больше и больше. Альхамдулилля, это радует, конечно же, которые понимают, что этим занимается определенное количество людей, которые занимаются фитной. А остальные, вот, те, которые закидывают вот эти данные публикации, какие могут быть претензии ко мне? Почему вы видите в этом элемент ненависти к вашему народу, но вы не видите проблему в том, что он, указывая весь народ, от всего народа пишет посты? Два, так скажем, ладно, не называя там, да, два восточных нарнийских блогера написали там, указали, что якобы они были вассалами каких-то аварских нуцалханов, и рисуют карту, кто был вассалом, вассалами, подданными и так далее и тому подобное. Он указывает Чечню, Ингушетию, Осетию, Кабардино-Балкарию. Все эти регионы, и включая весь Дагестан, они говорят, вот, Грузию, Армению, Азербайджан, что вот это все были данниками, вассалами какого-то Нуцалхана и так далее и тому подобное. Да и не важно, какое у него там название сказочное, мне без разницы, по барабану. Неужели ни арабские, ни российские, ни грузинские, ни армянские, ни азербайджанские, ни один из историков вот не написал честно и не сказал, вот мы были данниками, вассалами, надо признать, вот это честно и это справедливо, мы были вассалами там, нуцалханов, аварских или хунзахских, или без разницы. То есть он рисует эту карту, он публикует эту карту, он публикует пост под ним, и вы сидите нормально, вы не возмущаетесь, вы не возражаете, не говорите, мы же братья-мусульмане, это недостоверная история, вы ничего подобного не говорите. Вы все схавали, people схавал, это распускается, делают некоторые репосты, вам по кайфу, главное, что это все прокатило, все молчат. Доходит это до меня, я опровергаю, говорю, это Филькина грамота, это сказки. Никогда они не имели таких территорий. Мелкие набеги, которые они делали на Грузию, на Армению, там, на какое-то общество азербайджанское, на какой-то там тейп чеченский, если они делали набеги, ну опять же, какой масштаб, вы понимаете, ни Персия, ни Турция, ни даже современная Россия не держала такие огромные пространства, а вы пишете, что какие-то там
горские общества, там, Нуцалхан держал, и все были под страхом, были нуцалами, платили им дань. Вы это оправдываете, вы говорите, что это правильно и хорошо. А стоило Нохчи заявить, что это недостоверно, что это фейк, что вы не владели ничего, кроме своих там земель. Ну да, там делали нападения на Грузию, мы знаем это, и грузины это не отрицают. Какие-то нападения на определенные общества азербайджанские. Но это не обозначает, что они были вассалами, подданными. И что они платили подать. Чеченцы вам платили, ингуши вам платили, кабардинцы, армяне, грузины. Вы не думали, что просто-напросто физически никаких сил и мощи нету на тот период, чтобы, валейкум ассалам, чтобы договорить такое? Опроверг я это, написал, что это фуфло, честно говоря, извините, выражаясь, что это недостоверно, не подлежит никаким историческим документам, не подтверждают это, причем никакие. Даже не владели всем Дагестаном, не то что Арменией, Азербайджаном, Грузией, Чечней, Ингушетией, Осетией, Кабардой. Вы не заходите к ним и не учите их нравоучению. Не говорите, что вы, мусульмане, не делаете такого. Что это какие-то масоны, евреи там платят. Остановись, вы не говорите. Но я опроверг, заходите ко мне. Кто тебя платит? Тебе платит Кремль, за спецслужбы какие-то, массадовцы. Один пишет, ты ехуд, другой там пишет другое. Вот что несете? В чем проблема? И, конечно же, нормальные люди, вы привыкли, что вы вот закидываете, что это проходит, люди это хавают. Сегодня, сейчас молодежь и даже старшее поколение сидят в социальных сетях, они это видят, они это читают, и они, если нету этого опровержения, они соглашаются, говорят, да, представляешь, нам такие государства платили, а вот сейчас мы вот в такой ситуации. Тогда возникает вопрос. Когда вы говорите об исламе, когда вы говорите о справедливой истории, когда вы говорите о соседстве, о братстве и так далее и тому подобное. Где вы были ранее, когда они это писали? Неважно, год назад, 2 назад, если где-то это всплывает, и хоть один мой подписчик это встречает, он это сразу присылает мне и говорит, достоверно это или недостоверно. И я уже своим подписчикам и миллионам зрителям, альхамдулилlah, статистические данные, за прошлый месяц 11 миллионов просмотров на ютубе, 5,5 миллионов в этом месяце на площадке Instagram, просмотры есть, и люди знают правду. И это хорошо. Не нравится вам это? Хватит врать. Хватит претендовать на какие-то национальности и соседние регионы, даже исторически. Я молчу уже об остальном. Как вы могли, там, миллионы ваших, миллионы жителей, там, не знаю, Грузии, Азербайджана, все, как горстка людей, которых было в 1811 году по переписи российским источникам, хунзахцев и хунзахских аварцев, это не суть, всех аварцев было 25 тысяч. Можно уточнить, имеется в виду, чей хан это терроризировал? Нуцалхан, не хан, а Нуцалхан, аварский Нуцалхан, да. Именно. Аварского хана в очередном набеге на бедных крестьян периферии Грузии мотыгой об голову грузинский крестьянин убил. В последнем набеге его же убили там, мотыгой об голову буйную. Но об этом Дзудзукете никто не пишет. Они нападения делали не на центр Грузии, там, они делали вот это на периферии, там, в этих горах, где это бедно. Нет, Дзудзукете, ты не понимаешь, они не говорят нападение. Они говорят, эти государства и эти земли были вассальными. Как может Тифлисское, грузинское царство, которое там, не знаю, чуть ли там с Византией, с Турцией, Персией, как оно может в каком-то ханству, где-то в Хунзахе, в горах подчиняться? Ничего, с ума сошли, что ли? Ну вот я же об этом и говорю. Если это такое крутое ханство, там эти
антифеодальное восстание, когда эти имамы устроили, как они это все разгромили, Хунзах взяли, эти бедные крестьяне, антифеодальное восстание. Имам Гамзатбек, это же антифеодальное восстание было против ханства. Куда это мощь ханства делась тогда, когда Гамзатбек захватил этот Хунзах, Таварское ханство, и 11-летним с мальчиком уничтожил их всю семью. Где это может быть? Вот как раз таки об этом речь-то идет. Я же об этом и говорю. Что никто, нигде, ни в одном из нормальных источников, достоверных источников, о каких-то великих потрясениях и вассальных подданных нету в истории Дагестана, чтобы обладал такими огромными Так территориями. они сами были вассалами Персии, арабов. Самое интересное, Какая империя, Дербенты сидела, вот они были их вассалами. вот я об этом и говорю. Самое интересное, с такой всей мощью, с такими силами, даже Персия не обладала теми территориями, которые они указали на этой карте. Это первый был блогер, которого опровергли. Потом еще один появился, у него там мания такая, что от самого юга до самого севера, там чуть ли не до самой Астрахани, все покрыто там красным цветом, и он пишет там великий Аваристан и так далее и тому подобное. Друзья, и проблема чеченцев не в том, что у нас ненависть к кому-то или нелюбовь к соседям. Проблема не в этом. Проблема в том, что вы привыкли печатать, публиковать, делать, писать книги, и вам никто никогда не отвечал. И это проходило все. Но это время закончилось. И сейчас люди читают, и сейчас люди отвечают на вашу ложь, пропаганду и дезинформацию. Вот в чем проблема. Остановите своих норнийцев, и не будет никаких проблем. Не останавливая их, когда вы пишете вот эту всю чушь, вы начинаете, другой начал писать, вроде бы авторитетный ученый. Мы сейчас отвечаем как раз на эти вопросы. Авторитетный ученый заявляет, что Павленко якобы написал об имаме Шамиле там чуть ли не в 1957 году. Я понимаю, почему он это указывает. Потому что мы с первого дня указывали, что произведения Павленко и Аличевского, и произведения остальные, там, Абузара Айдамирова, он пишет, никто не должен читать, здесь появились эти, друзья, с 2018 года уже сколько там лет прошло? 26-й, 18-й, ну, плюс-минус 8 лет. 8 лет я и соратники, и патриоты, национал-патриоты занимаются тем, что мы опровергаем любую ложь. Был ли Байсангур на Гунибе или не был, от того, что вы скажете, что он не был, и все перестанут и оставят этот вопрос, такого не будет. Мы не те старые шарпеи, со всеми уважением, которым кто-то где-то на конференции сказал, все заткнулись и сказали, да, ты прав, мы больше не будем проверять, пускай так и останется. Нет. Сейчас другое время. Сейчас люди ищут альтернативные версии, находят информацию. Еще раз повторюсь, здесь нету ненависти, презрения к народам или к национальным героям. Шамиля Нохчи могут обсуждать столько же, сколько это делают и дагестанцы, поскольку он все-таки имамом Чечни и Дагестана был 20 лет. А чисто Дагестана он имамом был 3-4 года. Не забывайте об этом. И все это же, конечно, всплывает впоследствии, когда вы рисуете сперва нуцалханство, вы не определитесь, хотя бы определитесь, сперва вы хвалите нуцалов и ханов. Потом те же люди начинают хвалить Шамиля. Шамиля Гази Мухаммада Гамзатбека, которые уничтожили весь этот род ханов и нуцалханов и лишили их власти. Понимаете? И все только почему? Чтобы противоставить себя чеченцам. Это не канал для оскорбления народов, соседей, разжигания межнациональной розни. Нет. Мы здесь пытаемся достучаться до исторической достоверной информации.
и мы ее найдем. Сколько бы вы ее ни вырезали, сколько бы вы ее ни кромсали, все равно источники останутся. Хоть единица останется, и мы его найдем. Павленко написал свою книгу в 51-55 годах. Чеченцев еще духа нету. Они враги народа, они депортированы, они в степях Казахстана и Киргизии. Какому Павленку заплатили чеченцы, чтобы он написал, что на Гунибе был Байсангур Биноевский? И неважно, после есть Тиндинское предание, Каратинское предание, Аличевский и много других, 7-8, если я не ошибаюсь, или 9 ссылок, которые непосредственно указывают, что Байсангур Биноевский был на Гунибе. Чеченцы от этого ничего не приобретают. Был он там или не был, но, да, собор делается, но мы должны понимать, когда мы говорим или обсуждаем Байсангура Биноевского, изначально вы говорили, что он вообще не существует, выдуманный персонаж. Потом показали могилу, доказали, потом Байсангур Биноевский оказался. Потом вы начали говорить, что он не был на Гунибе. Сейчас вы подгоняете и говорите, что Павленко чеченцы заплатили, что виноват Абузар Айдамиров, что Аличевский виноват. Почему все те, кто указывает о том, что Байсангур Биноевский, национальный герой чеченского народа, был на Гунибе, становятся не презентабельными для вас, врагами, и вы говорите, если вы мусульмане, не публикуйте. И я авторитетно заявляю, как являюсь сыном Нохчу народа, говорю, всем, каждый чеченец должен иметь книгу Абузара Айдамирова «Долгие ночи». И читать все книги, альтернативные версии тому, что написали. Не потому, что ненависть, презрение к Шамилю или к Байсангуру там нет. Люди должны знать правду. Истина только у Всевышнего. Но мы должны знать каждую сторону. То, что спел имам Алим Султанов, Хасм Ахмад или Тимур Муцураев, это вообще 90-е годы. Оставьте чеченских бардов в покое. Вам не нравится, что их песни стали душой и сердцем, огнем поддержали все люди? Вот это вам не нравится? Что это стало всем известно? А то, что вы распространяете эти фейковые карты, вы распространяете информацию о том, что якобы там пришли в 19-20 веке. Вы распространяете информацию, что чеченцы умоляли, плакали, звали Шамиля, что якобы царские русские офицеры нас грабят, убивают, насилуют, приходи, Шамиль. И это же вы писали, лично мне писали. И говорили, что таким образом пришел имам Шамиль. Альхамдулилля, что есть официальная информация, мы знаем, как пришел Шамиль после поражения в Ахульго. Раненый. 2-3 человека, поддержка, смог скрыться в Чечне. Здесь долго лечился. И вы после этого всего хотите, чтобы мы не читали альтернативную версию? Чтобы мы не знали любую версию? Если мы говорим, вы закидываете, вот официально заявила Академия наук. Академия наук Чечни и Дагестана может заявлять сколько угодно. Это не говорит о том, что мы должны ссылаться только на них. Мы же не дочерняя компания, это общественность, это простые люди, это блогеры, которые исследованием занимаются, историей занимаются. И каждый человек, этот же Дзурдзукети, этот же Ибраим, все остальные имеют право читать книги и сказать, подождите, вот здесь есть, в этой книге есть. Вспомни книгу Юсупа Дадаева, которую он написал до 2006 года. Аварец по происхождению. Что он написал? Он очень известен был и Академии наук. Он написал в первой своей книге, что Байсангур Биноевский был на Гунибе. Что вы сделали? Его прижали, зажали, объяснили, где, как, вы, думаю, прекрасно тот, кто это сделал, помнит. Заставили, заплатили деньги, переиздание на 2-м томе, вы убрали этот момент, где Байсангур Биноевский был на Гунибе. Вы так поступаете издревле. Издревле вы занимаетесь этим. Когда чеченцев депортировали, у вас была большая возможность вот эти моменты сделать. Тот, кто занимался этими вещами, я говорю. Не все. Не про народ имеется в виду, а определенные части. Людей, которые коверкали историю. Но, альхамдулилля, и московские, и питерские, и тбилисские архивы, госархивы, там все-таки сохранились некоторые копии. И мы находим их понемногу, и их публикуем, и будем публиковать. И вы много нового узнаете о нашем национальном герое Байсангуре Биноевском,
Ушурме шейх Мансуре. Мы это будем делать. Но не надо это перекидывать именно в формат, что мы против нации выступаем. Если эти паблики пишут авар паблик там и так далее, конечно, вам будут люди говорить: Сюля, перестаньте делать это. Потому что он свое имени не написал. Был бы там башлам, как вы это делаете, вы бы сказали: вон, остановите своего башлама. Или Дзурдзукети остановите, сказали бы. Но вы не пишете. То же самое, мы-то поговорили с этим кумыкским парнем. Закинул шапку, вот, которая у меня на голове. Национальный головной убор чеченцев. Он отличается от кумыкского, он отличается от дагестанских, кубанских, терских. Он своеобразный. Там размер большой. У него шапка, форма чуть-чуть сверху расширенная. Это наш национальный головной убор. Фотографии этой шапки загружаются и говорит: это наш, и так далее и тому подобное. Потом он попросил у меня прощения, сказал: да, я был неправ. Видать, по форме просто и мы друг друга поняли. Он объяснил, он понял, что я не против кумыков. Но я говорю: у тебя две карты. Две карты, где ты включил Гудермесский район, Курчелойский, с городом Гудермес свою карту. Дарбанхи включил в состав и написал, что это кумыкская земля. Он говорит: нет, я такого не писал. И тот, кто перепостил, я просто хотел сказать, что это ареал проживания кумыков. Тогда под такими постами нужно писать, что это ареал проживания кумыков, а не писать кумыкская земля и включать пол Чечни, центральная часть, что Гудермес ваш, Дарбанхи ваша и так далее и тому подобное. У нас прекрасные взаимоотношения с Гунки. У нас нету с ними никаких как таковых ни проблем. Хорошие соседи, хорошие братья-мусульмане. Но извините, если ваши блогеры публикуют такую карту и говорит, что это наша кумыкская земля, как должны проживающие одной из густо заселенных частей нашей родины, это часть Шилковского района, часть Гудермесского района, если я не ошибаюсь, даже часть Курчелойского района, вы говорите, это ваше. Поэтому потом у вас появляются такие шовинисты, которые пишут, что и Тумкали, Шали, и Аргун даже ваше название. Если мы не будем, блогеры, исследователи, ребята, которые интересуются историей, если мы не будем опровергать, оно остается, и люди реально в это верят, это читают. Вы должны это понимать. Проблема не в имаме Шамиле, не в аварцах, проблема не в кумыках. Проблема в ваших блогерах, которые пишут, разводят эту фитну. Опять же, я не против, если у вас там написано определенное там, вот ссылка, вот исторический паблик, вот здесь написано. Чтобы мы разобрали достоверно, есть опровержение, нет опровержения. Никаких проблем. Вот так должно быть. Я говорю, все, ладно, Аслан, Дзурдзукети, говори. По Байсангуру есть очень известное селение, известное там вот этих исторических событиях, Тинди-Орш. Да, Тинди. Андуай-Оборш, да. Будешь очищал Тиндинский Орш. Что он и прилетел, на самом деле несколько раз он спасал, именно вот это очищавший андийцами спасал Шамиля. Это книга, история селения Тинди, книгу что... Да, я его публиковал, да, я знаю, я публиковал. Он заезжал туда, Тинди, я читал, Волма Велес, земля, и дальше приехал. Это тенденции подтверждают, а не мы. Ну вот, Дзурдзукети, я хочу вот тебе сейчас как раз тебе вопрос, и чтобы ты понимал. Они сейчас говорят, что читать вот этого Ачичелава или тиндинское описание истории, не читайте, он говорит, если ты мусульманин, не читайте, это провокация, это недостоверно, они говорят. Вот в чем проблема. Мусульманин вообще мусульманин Здесь Инстаграм, что он эфир, ты на русском языке говоришь, чтобы все слышали. Сегодня говорить должны мы, вот, особенно где вот мы участвовали,
событиях и с чеченцами. То есть все, мы до этого были заняты войнами за весь Кавказ, так сказать. Они писали писульки. Теперь мы дальше не собираемся воевать в одиночку за весь Кавказ. Теперь мы будем союзен, Москва, они строиться, жить, развиваться. То есть мы будем говорить, собаки должны теперь молчать, не лаять, они уже налаялись. Это по Байсангуру. Писать мы будем сами свою историю и историю периодов, где мы участвовали там, в каких границах тоже мы участвовали в экспедициях своих. Так по Байсангуру разобрались по имаму Шамилю. Имам Шамиль прибежал после Ахульгу, он не был раненый, просто он был с беременной женой. Ему жена была у него на сносях, он прибежал, чтобы она родила, Биной, по-моему, она родила. Дальше он убежал. Он раненый был, его лечили очень долго, он был раненый. Ну, босоногие, ноги он протерлись, там мозоли появились, он босоногий прибежал. И что имам Шамиль. Это по имаму Шамилю тоже разобрались. По ханству разобрались, какое оно было мощное, потому что последним набеге хана периферийских, на периферийные районы Грузии, Матыга об голову убил крестьянин грузинский, это тоже правда, он погиб, этот их хан какой-то. Потом по кумыкам. Кумыки, они разные. Есть таркинские кумыки, они проживали на правом берегу реки Сулак, то есть они не могли даже физически, логистика не позволяла, оно не такое сильное было Шаухальство, оно тоже было вассальное вот этих империй, которые сидели в Дербенте, то есть на левом берегу никаких кумыков не было, пока не прибежал гонимый родными братьями Султан Мут. Это отдельная история. А вот эти кумыки, которые брагунские, они в Чечне, которые, они не имеют никакого отношения к шамхальским кумыкам. Сегодня вы можете пойти в Брагуны, там есть Ахмед, старейшина, так скажем, их Брагунов, он в Москве все время жил, такой, серьезный, дельный парень, уже взрослый. Он лично мне говорил, что они, кумыки брагунские, пришли с запада, вот с Приазовья, с Крыма, с запада они пришли и осели, где место Брагуны. Когда в Чечне вот эта дудаевская вот эта тема пошла, дагестанские кумыки им предложили переехать туда, в Дагестан. Видимо, они этим хотели их к себе привязать, чтобы потом уже иметь притязание на Брагуны. Но их старейшины им сказали, ни в коем случае никуда не идем, мы к ним не имеем никакого отношения, мы остаемся в Чечне. И бисен будешь Брагуна. Вот это надо знать. Говорить и писать теперь будем мы. А они будут молчать. Знаешь, почему они должны молчать? Помните, Хасан Бакаев сказал насчет их, что у них было сословное деление. Во-первых, их высшие сословия уничтожили имамы, а потом коммунисты добили. То есть у них остались холопы. Вот этих холопов, потомки, не имеют никакого слова для нас. Пускай молчат. Вот и все. Бархал Дересхел, это свое мнение высказал наш брат Зурдзук под названием Дзурдзукетия. Если кто-то хочет дополнить или опровергнуть по данному вопросу, можете обратиться, зайти на канал, Telegram наш канал, и там непосредственно задать вопросы. Итак, друзья, возвращаясь к нашим вопросам, обсуждению, которое у нас есть. Мы долго акцентируем, может, некоторым людям покажется, что мы акцентируем внимание на какую-то ту или иную проблематику, а она того не стоит. На самом деле, оно имеет огромное значение. Каждый вопрос, который мы рассматриваем, обсуждаем исторически, территориально, он имеет значение. И теперь, поскольку мы изначально назвали вам сюли норнийцев, да, потом назвали кумыкских там норнийцев, которые, не кумыки все, а имеется в виду блогеры-норнийцы. А теперь дойдем до наших западных соседей, как они любят говорить. Вам, как дипломизированный историк, я расскажу, они любят мою оговорку зачитывать. У них есть такой вайб ингушский, сказать дипломизированно. Будем отвечать, дипломизированный историк вам будет говорить. Дело в том, что данная ситуация по культурному наследию и нападение на культурное наследие, я два интервью, которые вы видели от нашего известного писателя,
публициста Лечи Яхяева, автора песен, который взял интервью, дал интервью, и тоже знаменитая наша Аймани Айдамирова. Это только на нашем канале вы увидели это интервью, где они четко указывают, что первая песня написана Лечи Яхяева, никакой Джабагиев, не Дюмюзель, французский не прислал, и слова там вообще разные. Откуда они взяли это, как он написал, как Хакишеву он передал, как это все, он четко описывает, все помнит. И плюс ко всему, они говорят, мы дружили с Джабагиевыми со всем уважением, и вы видели последнее его 5-минутное выступление Лечи Яхяева, где он четко высказал свое мнение по этому вопросу. Он не видит разделения, но все-таки авторское право за ним, и как он написал, так и есть. Вот. Второе, по Кайдари Куач, песня тоже чеченских композиторов. Опять же, первую, кто вообще спел и исполнил, это была Марьям Айдамирова. И об этом рассказывает ныне живая наш артистка, певица, и все регалии перечислять. Аймани Айдамирова, вы знаете, заслуженная певица там Чечни, Ингушетии и так далее. Она рассказывает, как пели, кто пел, в каких годах пел и как все это происходило. И само собой, певцы, чеченские певцы, композиторы, их это тоже уже немножко задело. Когда вы просите, или те певцы просят разрешения, я разговаривал с знаменитым заслуженным деятелем культуры, певцом Ильясом Эбиевым, нашим прекрасным, он тоже рассказывает, когда они просят эти песни изначально, они говорят, можно мы споем? Им, само собой, Нохчи по сути своей такие, так сказать, с открытой душой разрешают петь, а потом некоторые горе-блогеры и чечено-ненавистники, чеченофобы начинают национальная песня, приписывая это свою нацию, само собой. Благо, Ильяс Эбиев авторские права на все свои песни в основном, насколько я разговаривал с ним, он говорит, он уже зафиксировал, но многие остальные, надеясь на братство и справедливое отношение к своему труду и творчеству, не сделали этого. Ну, сейчас, конечно же, я думаю, возможно, Министерство культуры работает над этим. И все же эти песни, сейчас я работаю еще над 2 проектами, и ко мне обратились, песню Адлана Шахбулатова, которую, так сказать, приписали к себе, и еще одного певца, но имя называть не буду я, чтобы заранее не подготовить этих людей. Мы тоже, если это принадлежит чеченцам, мы, конечно же, будем говорить, что это наше национальное. Если не принадлежит, присылать мне, чтобы я там опроверг, мне не нужно, честно сказать, валлахи, биллахи, талахи. Я не сторонник того, чтобы чужое приписывали к себе. И если это реально национальная там, народная песня ингушей, чеченцы на нее никогда не будут претендовать, и само собой никаких вопросов нет. Не надо писать и говорить мне, вот ты вот сейчас занялся этим, тебе это, там кто тебе за это платит. Никто, ни один певец, ни один историк, ни один представитель тейпа не может сказать, я ему заплатил и он сделал. Про меня такого никогда вам никто не скажет. Никто. И ни Мехкда, ни остальные, никто мне за эту работу, за то, что я люблю свою родину, свою культуру, свою историю, свои адаты, традиции, за это платить не надо. У нас нету такого. Я не знал, чтобы любить свою родину, защищать ее честь, культуру, адаты, что мне за это должны платить. А то, что мы писали и там закидывали там насчет... В последнее время вы видите, я даже этого не публикую, потому что это бесполезно. Там Ибраим пытается каким-то образом поддержать насчет донатов, чтобы помогали. Это только покупать книги. Те книги, потому что элементарно, сейчас я вам покажу пару книг, которые, они обходятся, сегодня книги это дорогое удовольствие. И чтобы взять оттуда вот целую книгу, там из этой целой книги, может 2, может 1 страница, может быть полкниги, а может быть всего лишь 2 строчки. Ради этих 2 строчек мне нужно купить эту книгу. Потому что если не предоставить документы, если не предоставить книгу, основанную там, не зачитать редакторов, кто официально непосредственно ее написал, люди начинают говорить, что это фейк, это неправда, чтобы этого не было. Точно так же книга Умара Ярычева, она у меня есть. Мне со мной связывается определенный человек, наша сестра, и говорит, послушай, Башлам, посмотри, украли
из песни Умара Ярычева, стихотворение Умара Ярычева украли и сделали национальной там или легенда якобы ингушского народа. Валлахи, я еще раз говорю, если это принадлежит ингушам, никаких проблем нету. Валлахи нету, это не мое дело, это ваше культурное наследие. Умар Ярычев ее написал, опубликовал, кому посвятил, написал. Откуда? Он даже в этой книге, чтобы сделать братскую поддержку, написал «Войнахов». Вставали там трупы и так далее. Вы видели этот пост, который я сделал. Вы берете, удаляете и пишете «Галгаев». Тела вставали и так далее. Ну, скажите мне, пожалуйста, в чем моя проблема? Я лично был ныне, да, Гештуэцун, да, Елсмани Охлувал, с Умаром Ярычем был знаком. Бейнову, Маркрант Яру. Лично, когда он был живой, я встречался с ним, мы разговаривали много, общались. И по Байсангуру Биноевскому, и про Гуни я у него спрашивал, и так далее, и тому подобное. Где он взял эту информацию? Как ему биноевские старейшины рассказали его? Что биной старейшины знали, что Байсангур прорвался и вышел оттуда. И вел еще 2 года сопротивления. Что он был имамом после этого. Про Бойсхара Биноевского я вам говорю. Но он из-за братства, из-за вот этих вещей, он такие, есть в советское время, особенно есть авторы, которые хотят, до сих пор верят, что есть такие же достойные люди, как они. К сожалению, таких людей уже почти не осталось. Все хотят отделиться и отдельно назвать. В этом вся проблема. Наше культурное наследие, наши стихи, наши песни должны оставаться нашими. Ни в коем случае не претендовать на чужие. Будь то Ильяс Эбиев, Лечи Яхяев, Аймани Айдамирова, Марьян Ташаева, Валид Гадаев и так далее, и так далее. Вот ты песни, да отдай ты им песни, они там песни слушать нельзя. Ну что, я хочу сказать им, ну что вы за дармоеды такие, а? Я не говорю, я не являюсь, я не слушаю эти песни все. Но это культурно, вы не слушаете, это ваше личное дело. Есть люди, которым эти илли нравятся, бейты, эйшеры нравятся, оставьте этих людей в покое. Они о родине поют, о любви поют, о семьях поют, о брате, сестре, матери поют. Вам какое дело? Если вы не слушаете, оставьте. Но не говорите нам, что вы должны оставить, пускай забирают, это нам не нужно. Это тебе не нужно, потому что ты и палец о палец не ударил, не сделал, не сложил этот стих и не спел его, и не потерял на этом ничего. А люди годами, месяцами собирают эти труды, пишут книги, пишут стихи, чтобы осталось культурное наследие. Вы посмотрите, что нарнийцы пишут. Вот мне последние 2 дня со страницы залезли, назовите хоть 3 чеченских художников, которые знают не только вашим ауле, что у нас нету художников, что у нас нету поэтов, писателей, которые знают всемирно известные, всероссийски известные или на Кавказе известные. Вот благодаря таким дармоедам и безграмотным баранам, которые говорят такие вещи, культура – это наследие нашего народа. Если нету культуры, нету нации как таковой. Тогда это сборище. Там украл, здесь украл. Ты степняк по жизни. Все знают, что ты степняк, но ты рассказываешь сказки, что у тебя был морской флот. С каких пор кочевники занимаются мореплаванием? Национальные инструменты, которые мы оставили, которые мы говорили, эти мы с Грузии привели специалистов, воссоздали 18-19 века, эти музыкальные инструменты до сих пор наши некоторые течения религиозные, правильно сказать, они до сих пор поют на них, они до сих пор их делают, они есть, это национальные инструменты нашего народа. А вы с легкой барской руки отдаете свое культурное наследие. Я говорю тем людям, кто не ценит ни культуру, ни историю, ничего. Далуаш, ради братства отдайте им эту землю. Ради братства отдай свой огород, свой дом соседу своему.
С соседом вы 30 сантиметров, полметра оспариваете, воюете, кровь проливаете, не разговариваете годами, которые запрещено Всевышним Аллахом, за каких-то 20-30 сантиметров или за забора. А целые куски, целые районы, то, что нужно отдавать по вашему барскому желанию, потому что вы не патриот, потому что у вас кто-то родственник, вы ехали, у вас колесо спустилось, вам кто-то помог, конфетку дал, чай попить, там где-то помахал, где-то переночевать дал, где-то деньги не взял за проживание, из-за этого нужно отдавать землю? Вы извините меня, вы где видели такое? Это у каждого человека внутри. Я такой, ты такой, помог, колесо поменял, деньги дал, садака, закат дал, сделал все, что угодно. Никаких проблем с этим нету. Ты делаешь это ради Всевышнего Аллаха. А не потому, чтобы завтра ты должен отдать часть земли. Сегодня чеченцев миллионов, 1,5, 2, 3 миллиона, пускай 2 миллиона будет. Они будут все рано или поздно, все начнут возвращаться домой. Куда ты их хочешь поселить? Где они будут жить? Ты все там отдал, здесь отдал. Где кто должен жить? Там 200 тысяч живут на птичьих правах, не дают им вернуть ни земли, ни родные дома. Почти что 2500. Власти Чечни документы все подготовили под козырек, под крючок. Все есть. Говорят, давайте решим вопрос. Нет, надо заморозить. Взяли, заморозили соседним регионам вопрос. Чеченская власть, чеченское правительство все решило. Тютелька в тютельку определила, где арендовали, когда арендовали, что эти земли были чеченские. Все сделали. Это не мы заморозили этот процесс. И не в чеченцах проблема. Чеченцы начали строить свою дорогу, поставили свой знак, пришли герои, соцтруда. Этот знак никогда не был, это наша территория, гайц-вайц. Говоришь хорошо, понимаешь, ты объясняешь, все нормально. Нет, надо было спровоцировать, обвинить чеченцев. По всей России демилитаризацию, границы, все эти зоны решают. Когда дошло до Кавказа, началось. В 9-м украли, в 18-м вернули, не понравилось определенно. До сих пор, каждый день публикуют, провоцируют молодежь, делают футболки, делают другие посуды, блокноты, книги, где пририсовывают часть там самашки, Ачхой Мартан пририсовывают, Бамут пририсовывают к себе и говорят, это наша исконная земля. Валерик вообще, Валерик наш, Валерик наш, Валерик наш. Ачхой Мартан, Валерик, завтра Урус Мартан, послезавтра Аргун, Аргун они не переходят. Последнее это мое родовое село Бердыкель. Мы не можем, вы что хотите оставить после себя? Здесь не нужно воевать, здесь не нужно выходить, я не про это говорю. Мы говорим об интеллектуальной собственности. Мы говорим об истории, об исследованиях. Все в рамках законодательства Российской Федерации. Публикуешь карту, в Росреестр зайди, посмотри. Публикуешь историческую карту, укажи, вот это грузинская карта, это армянская карта, вот здесь опубликовали, вот это французы опубликовали, это немцы, никаких проблем нету. Не рисуй сам, не делай эти сказки, не закидывай, мы-то знаем, для чего это сделано. Мы знаем, как занимаются провокациями, целенаправленно ездят, травят грузинов против чеченцев. Мы это все знаем. Мы помним, как в Панкистское ущелье ездили, какие деньги туда вкладывали, как пытались заплатить любые десятки тысяч долларов, только чтобы сказали, что в Панкистском ущелье учат там их язык. Мы это все знаем, это все опубликовано, это все заверено, люди живые, которые это слышали, есть. Альхамдулилля, панкистские кистинцы проснулись и все это знают. Но они опять же хотели братства, они не хотели нашего деления. И мы не хотели, мы никого не выгоняли. Мы никого не отделяли насильно. Человек при жизни, выступавший в 1989 году с трибуны, кричал, мы должны благодарить братьев чеченцев за то, что они приняли, что у нас столица в Грозном и все остальное. Это говорил Бимбулат Богатырев на первом съезде ингушского народа, если я не ошибаюсь, 1989. Посмотрите, эти вырезки есть. Заявляет, проходит определенное время, в 2018 году он заявляет, и говорит, Асфутрян Аллер, я попросил у Всевышнего Аллаха,
чтобы назло чеченцам и осетинам дай нам создать Ингушскую республику? Почему ты в 1989 году на трибуне это не сказал? Чеченцы как раз таки поверили и сказали: хорошо, братья, создавайте свою республику. И столько, сколько сделали чеченцы, помогли при ее создании, мало кто сделал. И это все знают. И документально. Сделал это Джохар Дудаев, не сделал это Джохар Дудаев. Это знает Руслан Аушев прекрасно. И сегодня люди говорят: у вас какая-то нет у нас ненависти. Никому из соседей нету ненависти. Валлахи, биллахи, талахи нету. Чеченцы по сути своей никогда за всю свою историю существования, нигде в истории не нападали, не отбирали чужую землю. Набеги, там, украсть табун, лошадей, там, коров, это не территориальные претензии. Не путайте. За это индивидуально каждый человек отвечает, что у него, из-за чего он это делает. Понимаете? Вы куда-то лезете, вас опровергают, вам показывают, вам это не нравится. Взяли Умара Ярычева песню, он написал в Вайнахе, указывает чеченцев, ингушей и бацвийцев. Вы убираете слово «войнах» и пишете туда «валай». Слово, кроме 4 замен, вместо слова «войнах» вы написали «валай», его песня висит и указывает «галгай.ком», все на сайте. Один из самых ведущих, известных историков, в кавычках, норвийцев выкладывает, говорит, это ингушская или против, когда ингуши выступали против Тамерлана. Вы отделились. У вас 34-35 лет, сколько там лет у вас республика. Альхамдулилlah. Дай Аллах, чтобы у вас все было хорошо. Чтобы у вас были золотые дороги. Чтобы у вас все было великолепно. Города, мечети, все было. Вода без перебоя, дороги блестящие. Все было хорошо. Не было ни наркомании, ничего не было. Только вы цвели и хорошо, чтобы было у всех наших братьев ингушей. Дай Аллах это все. Мы не против. Но вы сами сказали, мы отдельно, вы отдельно. Хотя мы исторически, хотите вы этого, не хотите. Вплоть до 17 века, как бы вы эту байду не мешали, мы были одним народом. И мы это все знаем. Сегодня, 250 лет, вы отдельно. Хорошо. Отдельно живите. Никто вам не мешает. Оставьте чеченские песни. Оставьте чеченскую халву, кухню. Оставьте чеченские адаты, оставьте чеченские легенды и так далее и тому подобное все. Пример приведу вам. Есть сказки и предания сейчас. Я хочу вам зачитать, как во времена ЧССР рассказывали про Уцыга-Малсыга. Сейчас, друзья. Книга называется «Сказки и сказания. Предания чеченцев и ингушей». Автор, составители сказок и сказаний преданий А.О. Мальсагов и предание А. Дахкильгов. Это предание. Грозный, 1986 год. Итак, зачитываю. Что же написал Дахкильгов? Дахкильгов ингуш. По национальности ингуш. Чтобы не было никаких претензий к чеченцам. Вы обвиняли, говорили, что я якобы несу бред, рассказываю сказки и так далее и тому подобное. Ну, вы же любите там дипломизированно, подкалывать же нужно. Ваш этот пони, и как там у вас, чисто ингушский вайб. Итак, 59-е произведение, ну, не знаю, страница 368. Назрановский Малсаг и Гихинский Саадулла. Давайте посмотрим, как отличается сегодняшний бред от реально написанных преданий Дахкильгова. То есть, это предание Дахкильгова, которое переформатировано, у меня есть оригинал документов, рапорты, на котором реально
не указано, что это был Саадулла Гихинский. Этот рапорт был переработан и сделано вот это предание, сделав, чтобы между чеченцами Нохчи и Галгая было единство. Зачитываю. Еще раз повторюсь. Эта книга написана Мальсаговым и Дахкильговым. Ни одного чеченского автора здесь нету. Итак, среди наибов Шамиля наибольшим мужеством прославился наиб по имени Саадулла. Он не боялся никаких трудностей и исполнял все повеления Шамиля. В то время в Ингушетии жил весьма известный мужчина, назрановский Малсаг. Он не пошел за Шамилем, я не знаю, когда Шамиль его призывал, конечно, но да ладно. Он не пошел за Шамилем, и имам за это ненавидел его и все искал возможности расправиться с ним. Однажды Шамилю сообщили, что назрановский Малсаг едет в Чечню. Тогда Шамиль послал своего наиба Саадуллу Гихинского, Саадуллу, чтобы он на пути его следования назрановского Малсага устроил засаду. Или приведи мне его пленного назрановского Малсага с головой на плечах, или принеси голову, снятую с тела убитого назрановского Малсага. Именно здесь так написано, назрановского, снова и снова Малсага. Наказал он наибу. Пошел Саадулла исполнять приказ Шамиля. Он устроил засаду у дороги, выходящей из гор на равнину. Ехал по этой дороге назрановский Малсаг. Он доехал до места, где Саадулла устроил ему засаду. Вышел Саадулла ему навстречу, поприветствовал его и сказал: «Меня послал Шамиль и наказал или привести тебя, пленного, с головой на плечах, или же принести твою голову, снятую с твоего тела». Тогда ответил ему назрановский Малсаг: «Чтобы не смеялись надо мною назрановцы, говоря, что я сдался, чтобы спасти свою жизнь, я предпочитаю, чтобы они плакали, причитая, что мою голову снесли наибы Шамиля». Разошлись они двое, обнажили сабли, сошлись и начали сражаться. Поединок затянулся, и солнце стало клонить к закату. Никто из них не выказывал усталости, но Саадулле повезло. Изловчившись, он нанес назрановскому Малсагу опасную рану. И тогда назрановский Малсаг сказал ему: «Ты, Саадулла, настоящий мужчина. Не будь ты таким, тебя бы не чтили бы столь высоко в Чечне. Ты победил меня. Я прошу тебя об одном: когда я помру, не уродуй мое тело, лишив его головы. А чтобы Шамиль убедился, что я убит, сними и отнеси ему мои офицерские погоны». Саадулла исполнил завещание назрановского Малсага, подождал наиб, пока герой помрет, затем снял с него погоны и поехал к Шамилю. Узнав о возвращении Саадуллы, Шамиль сам пошел к нему навстречу и спросил: «Или ты привез мне пленного назрановского Малсага с головою на плечах, или ты принес мне голову, снятую с его тела?» Саадулла ответил Шамилю: «И не привел я тебе пленного назрановского Малсага с головою на плечах, и не принес его головы, снятую с его тела. И если тебе нужно свидетельство о гибели назрановского Малсага, вот тебе офицерские погоны, снятые с его плеч». Увидя погоны, Шамиль, говорят, презрительно усмехнулся и ответил
усмехнулся. У торговцев немало имеется таких погон. Мне нужна была голова Назрановского Малсага. И ответил тогда имаму Наиб Саадулла: я скорее готов отречься от тебя и покинуть твое войско, подчинившись... Так, Собордилаш. Здесь страница чуть-чуть старая. И покинуть твое войско, чем, подчинившись тебе и исполняя твою волю, уничтожить лучших мужчин своего народа и быть проклятым среди своих людей. Так и ушел гихринский Саадулла, а имам из-за своей чрезмерной жестокости лишился своего лучшего наиба. Итак, друзья, вот что написал Дахкильга в своей книге в 1986 году. Мальсагов и Дахкильгов. Это как было написано. В реальности в рапорте он описывается по-другому. Некоторые люди утверждают, что это было написано так, чтобы для сближения чеченцев и ингушей. Да, чтобы было понятно, этот документ и эту книгу, она у меня есть, и я ее, честно сказать, не прочитал, не успел, но ее мне в электронном виде сейчас опять скинули. Скинул ее наш брат Нохчо Мелхи из Тухума Мелхи, чтобы я ознакомился. В рапорте он написан как долгим. Я могу зачитать вам и рапорт, но не думаю, что вы хотите. Если вам нужно, если вы не верите, я могу его зачитать. Он есть, и если вы хотите, никаких проблем нету, и опубликовать его тоже. В рапорте описывается, что он там ехал в Урус-Мартан, что напали, убили, завалили Малсага Долгиева, и с ним еще там 3-4 человека и так далее. Там все описано. Это все есть, никаких проблем с этим нету. Но в 1986 году Мальсагов и Дахкильгов почему-то его в предание переписали, переделав его очень приукрашенно, в отличие от рапорта, там героизирует его, что там и так далее и тому подобное. Рапорт, официальный записанный документ, говорит жестко, фактурно по документам. Предания рассказывают в 86-м по-другому. То есть в 19 веке этот кусочек истории, этот рассказ на документах зафиксирован своеобразно. Ладно, чтобы не быть голословным, если я не зачитаю сейчас, люди почему-то могут сказать, что этого предания нет. Ну давайте я вам зачитаю официальный рапорт, чтобы у вас не было недопонимания. Так. Итак, книга называется, кстати, книга тоже самая, «Ингушетия. Политика Российской империи». Так, сейчас, подождите. Должда архивный документ. Вот эта книга. Итак, страница... Так, страница 496. «496 же, да, там?» Да, 496. И куда я смотрю вообще? Так, документ номер 296. Номер 296. 296. Сейчас. Надо, раз мы начали, 294,
290. Вот он. Вот документ. Книга, чтобы было понятно, это не чеченская книга. Книга-сборник документов и материалов. Ингушетия в политике Российской империи на Кавказе в 19 веке. Чтобы было понятно, это у нас все-таки речь идет о Саадуле Гихинском. Итак, зачитываем. Журнал военных происшествий на левом фланге Кавказской линии, составленный из донесений частных начальников, полученных с 13 по 23 марта 1857 год. Первая официальная фиксация о Малсаге Назрановском, который еще в 1986 написал Мальсагов и Дахкильгов, написана в этой книге. 296 документ, страница 406, оказывается. Итак, журнал военных происшествий на левом фланге Кавказской линии, составленный из донесений частных начальников, полученных с 13 по 23 марта 1857 года. 11 числа сего марта, следовавший из укрепления Урус-Мартан в чеченский отряд гвардии штаб-ротмистр Малсаг Далгиев с юнкером Эди Мальсаговым, 4 нукерами, денщиком, находившийся при нем, и 9 мирными жителями Урус-Мартановского аула, был, не доезжая 8 верст до К.Р. Воздвиженской, атакован неприятелем партию 150 человек. Завязавшая перестрелки была услышана в К.Р. Воздвиженской, и оттуда немедленно выступили 2 роты Куринского пехотного полка при орудии легкой номер 5 батареи и сотни казаков Донского номер 76 полка, но по прибытию на место схватки уже не застали. Там неприятеля. Штаб-ротмистр Далгиев, юнкер Эди Мальсагов и 2 нукера убиты. 5 человек урус-мартановских жителей тяжело ранены. 1 нукер контужен. 1 денщик, состоящий при Далгиеве, со всеми вещами сего последнего захвачен неприятелем. Воинский начальник укрепления Урус-Мартан в рапорте своем 14 марта за номером 173 объясняет, что 11-12 числа марта лазутчики дали ему знать, что партия, ограбившая и убившая штаб-ротмистра Мальсага Далгиева, намеревались первоначально напасть на скот урус-мартановских жителей, но, заметив едущих по дороге людей, переменили свое намерение и напали на Далгиева. То есть здесь вообще никакой речи и нету о том, что его специально послал Шамиль и так далее и тому подобное. На Далгиева. Далгиев, проезжая через Урус-Мартан к подполковнику Мансурадзе, не являлся, а ночевал в ауле у своих знакомых. Так что воинский начальник укрепления Урус-Мартановского не знал о проезде его. 17 марта колонна из роты Куринского пехотного полка при одном горном орудии легкой номер 5 батареи 20-й артиллерийской бригады в сотни казаков Донского номер 76-го полка встретили неприятельскую конную партию до 200 человек. Партия эта, обменившись несколькими выстрелами с конную, скрылась в лес. Все. Документ закончен. Вот эта книга. И здесь описывается, как было написано в 1897 году Дахкильговым и Мальсаговым. Кстати, Мальсагов тоже был там убит. Здесь не указывается, что это был Саадулла Гихинский в 1857 году. Здесь не указывается, что об этом маршруте, он указывает, что этот маршрут был неизвестный. Понимаете? Здесь указывается, что просто-напросто хотели напасть на скот, но попались по дороге, убили Малсага, убили там нукеров, там всех остальных, а тех, кто там денщик, или как он там назывался, его украли там со всеми его вещами. Вот как описывается в 1857 году этот случай с Малсагом Назрановским, так называемым.
Долгиев он написан. Потом в 1986 году Дахкильгов и Мальсагов его записывают в преданиях о том, что Саадулла Гихинский сделал нападение, и о сражении вы только что услышали. Это все ладно. Как же его сегодня описывают наши нарнийцы? Что подлый Саадулла, который выслал, который нападал на бедных карабулаков, убивал карабулаков, орстхоевцев, уничтожал их села. Ну так они преподносят, документы публикуют, и именно Саадуллу, чтобы в негативном плане выставить. Что он делал нападение, что он вот такой вот нехороший, подло напал на Малсага, Уцыга Малсага, убил его и так далее и тому подобное. Там столько-то дней он сражался, солнце садилось, закат всходил, мужественно сражался. И имам Шамилю нравился, настолько красивый был Малсаг. Он сказал, не надо его убивать, я хочу, чтобы он был в моих кругах. Это все вы писали мне. Когда я вам рассказывал, что Саадулла Гихинский сражался, проиграл, убит, сняты погоны, я вам засчитал так, как написали ваши авторы. Все три версии, каждый человек имеет право выбрать ту версию, которую он считает правильной. Вот такова история, и кому бы, кто бы ни говорил, что бы ни говорил, документы, должда архивный документ. Я вам зачитал два материала, которые вы видели. Третий материал вы все слышали много раз здесь. Никто никого там подло и так далее и тому подобное. Кому верить, кому не верить, вы сами можете исходить. Все, что нам рассказывают про Саадуллу Гихинского, не имеет никакого. Просто определенная политическая ситуация, можно описывать одного и того же героя сначала героем, потом предателем, потом бандитом и так далее и тому подобное. Возьмем Абрека Залимхана. Во времена царской России, до революции, для белогвардейцев это был ужас. Они называли его Абреком, они назвали его бандитом. Все, что он делал, объявили за него огромное вознаграждение. Ну, вы знаете, да, про Абрека Залимхана. Когда революционеры пришли, он стал национальным героем, освободителем от буржуазной, так сказать, власти, который противостоял буржуазии, несправедливой диктатуре царя и так далее и тому подобное. Башлам киехч двешердуй сообщений. Сообщение еще. Мы после этого сегодня, на сегодняшний день, каждый человек свободный. Если ты сегодня занимаешь позицию, что Деникин был красавчиком и все остальные были такими хорошими, ты будешь называть Залимхана, конечно же, называть его бандитом, абреком и так далее и тому подобное. Если ты еще старой советской закалки, ты будешь его называть, там, что он один из первых революционеров, который противостоял несправедливости. А если ты будешь новче, ты будешь его любить и считать его национальным героем своего народа, каковым он и являлся. Вот так каждая ситуация, преподнесенная Уцыга Малсыга, он записан как Уцыг Малсыг, его записывают как Долгиев Малсаг, и Дахкильгов с Мальсагом его записали как Малсаг Назрановский. Но все речь идет об одном и том же человеке. Был ли он в карательных экспедициях? Вы видели в официальном рапорте, говорят, что его нечаянно убили. То есть хотели украсть скот у русмартановцев, но попались по дороге и их убили. Другие указывают, для объединения указывают, что Саадулла Гихинский был послан имамом Шамилем, чтобы убили, потому что имам Шамиль ненавидел там, а эта книга написана в 1986 году,
более объединяющий, где Саадулла Гихинский восхищается и говорит: мой народ меня бы не понял и оставил Шамиля и ушел. Это вторая версия, более добрая, более такая объединяющая. И на сегодняшний день люди, которые рассказывают, пытаются сделать из, так сказать, Саадулла Гихинского врага, что он там подло с-под тишка напал, там Малсак был один-двое, их напали там 50-150 человек. Честно сказать, вы хоть сами понимаете, зачем было имаму Шамилю говорить, кто пойдет оторвать голову Малсагу Назрановскому, если туда шли 150 человек против 5. Там не нужно было назначать Саадулла или кого. Сказали бы: вот 150 человек, пойдите, убейте, принесите голову. Конечно же, это недостоверно, и такого количества людей не было. Здесь все и заканчивается в этих сказках. Поэтому обвинять, специально настраивать арстхоевцев против чеченского народа, потому что якобы Саадулла Гихинский был, я еще раз повторюсь. Саадулла Гихинский ушел вместе с арстхоевцами, 1500 семей, и остальными чеченцами 3500 людей. И 100 семьями назрановцев ушел в османскую, атаманскую Турцию. И погиб там. Умер. Не построил двухэтажный дом, не подло обманул, всех отправил, а сам вернулся и получил огромные наделы карабулаков и так далее и тому подобное. Да и плюс 1500 арстхоевцев, достойных братьев нашего народа, ногчи народа, едут с одним Саадуллой Гихинским, который после пересечения границы фактически они могли просто лопатами, палками забить его насмерть, потому что у него не было армии, а против такого огромного количества, что бы он смог сделать? Арстхоевцы, если бы он был повинен в их смерти, так бы и поступили. Поэтому вот этот бред, который вы пытаетесь спровоцировать, он не имеет никакого под собой обоснования. И плюс еще одну вещь я скажу. Вы утверждали, что якобы только там Танзила и так далее и тому подобное указывала и рассказывала о том, что кочевые племена и так далее и тому подобное. Ваш ублюдочный норнеец сделал пост с оскорблением всех арстхоевцев на своем канале, где назвал съезд по трагической дате 23-28, да, с 23 по 28 мая, когда ногчи мухаджиры ушли на Ближний Восток, как он позорно сделал ролик про арстхоевцев, оскорбляя их, и написал, что вот эти люди были передастами, что это крысы и так далее и тому подобное. Своих ублюдков вам нужно остановить, а не говорить, что Башлам что-то сделал, Башлам что-то не сделал. Алхамдулилля, еще раз повторюсь. Братья Уарстхуай, Карабулаки называйте, Уарстхуай, Арштхуай, Оарстхуай называйте, как хотите называйте. Со всей любовью, со всем уважением. Никогда ни один ногчий не называл их пастухами, нашими чабанами и так далее и тому подобное. И никогда не назовет. И да, на самом деле 23-28 мая это день трагедии. День, когда часть нашего народа, 5000 семей, ушли, покинули родину и поселились по всему Ближнему Востоку. И это и для нас. И тот норнийский ублюдок, который написал этот пост, написал: попробуют, нет, комментаторы, его приспешники написали, попробовали бы они такое сделать в Чечне, им бы показали, ничего бы не показали бы в Чечне. Ничего. Если это трагедия, если они где-то собрали, сделали баннер, провели садака, сделали зикр, маулид, никто бы им ничего не сказал. Это трагедия. И тот, кто это делает в Чечне, никто, ни власть чеченская ничего не делает. По траурным датам, которые, если для них это траурная дата, никто ничего не делает. Будь то у Арстхуай, будь то у Бенуай или у другого любого тейпа, если это есть такая траурная дата, или у Чеберлуай. Наоборот, со своей стороны, как можно было бы поддержать, как можно было бы это осветить,
отправить туда журналистов, показать бы. Вот бы как сделали. Не надо говорить, вот если поехали чеченцы бы им показать. Чеченцы бы ничего не показали. Чеченцы своих уарстхов берегут как зеница ока и любят их. У нас просто нету вот этого, знаешь, у нас нету такого. Уарстхо вала, бено вала, цуантро вала, чинхо вала, чунгро вала, мулко вала, галай вала. Это наш народ. Мы одно единое целое. И мы говорим, хар вандлайла, то хар цечуала, то хар мержила, то и все и тому подобное. Мы никого не называем пастухами. Упаси Аллах, да, альтемадуатили. Хотя быть пастухом или что это, ничего плохого в этом нету. То есть, когда вы оскорбляете, вам это можно. Когда ваш кандидат это делает, вам это можно. А когда я отрицаю, говорю, не делайте так, не оскорбляйте часть нашего народа, вы начинаете говорить, что я занимаюсь провокациями. Вы отправили в дагестанский паблик новость, где Бекхан Чертоев, который умер в хадже, и сказали, что ингуш умер в хадже. Вы. И это дагестанский паблик опубликовал это. Вы ввели десятки тысяч людей в заблуждение. Его родственники, однотайповцы, мне позвонили и сказали, Башлам, Бекхан Чертоев является из тайпа Чертуа. Мы чистокровные ногчи были и есть и остаемся всегда. Вот это несправедливо. Опровергни, сказали, я опроверг. Что вы мне написали? Ты на смерти человека делаешь хайп. Зачем мне на этом хайп делать? Валлахи, биллахи, таллахи. Я клянусь именем. Это вообще не хайп. Вы опубликовали, вы сделали, я вашу ложь опроверг. Не хайп то, что вы воруете песни Умара Ярычева, ныне покойного Далгешту Ацун, Умара Димаева, Далгешту Ацун и остальных. Это не хайп. Вы сделали, вы опубликовали, вы пишете большими буквами национальное, вы пишете это наше. Я вам говорю, не трогайте, это не ваше, не обманывайте людей. Ярнохчию адитиш бахас. 55 человек, взрослый мужчина, мне в отцы годится. Понимаете? Пишет, у вас никогда не было таких башенных комплексов. Асбаха духва, приезжай. Я это сказал всем, кто мне это написал. Приезжайте в Чечню. Я лично на своей машине. Правда, не иномарка, но ничего. Повезу вас в горы, которые не граничат с Ингушетией. Нет, вы-то любите там приграничных сразу к себе приписывать. Неважно, что они даже старше вас. Я вам повезу вас туда, который даже с вами не граничит. Вообще не рядом с вами. К вам никакого отношения. Ни одного ингуша никогда там не было. Ни хаж, ни мод, ничего не было. Я вас повезу, покажу. С пирамидальными крышами покажу. Боевые покажу. Сигнальные покажу. Не новоделы, которые сейчас просто даже законсервировать, которые даже никто не делает. Боятся, что она может упасть. И в таких местах я вам покажу. Приезжайте, я же вам сказал. Если я вру, если я обманываю, вы же можете приехать. Я вам покажу солнечные могильники, я вам покажу гротовое захоронение. Я вам покажу, где в Ножеюртовском, Ауховском районе, ныне Новолакский называющий, Казбековский. Я вам покажу в Веденском, Аргунском, где находится кабанская культура, где находятся аланские захоронения. Я вам это все покажу. Это наша Родина. И нам виднее, и мы покажем вам, где это находится, чтобы вы посмотрели наглядно. Зачем вы врете? Зачем врать любому? Не врите, никаких проблем. Ни с нашей стороны, ни с вашей стороны. Нету в этом никакой цели, никакой задачи. Просто перестаньте врать, перестаньте брать. Если наши это делают, я наших призываю, говорю, я призывал и говорил, шудук дахарш, я прошу вас ради Аллаха, рекламные издатели, рекламщиков Чеченской Республики, не публикуйте на книгах, журналах, туристических макетах, не публикуйте ингушские башни. Этого делать не надо. Оставьте их культурное наследие им. У вас есть свое. Никаких проблем нету. Берите. Их очень много.
И сигнальные, и боевые, и замки, целые комплексы замковые есть, которых даже ни у кого нету. 13 века, 12 века, 10 века. На грузинском Асавтамруле надписью есть даже башенные комплексы. Ни у кого нету, даже ни в Осетии нету, и даже со всем уважением в Ингушетии нету. Хотите петроглифы? 500 зафиксированных, 500-600 петроглифов на территории одной Нохчичуа. Такого количества петроглифов нету ни в Дагестане, ни в Ингушетии, ни в Осетии, ни в Карачаево-Черкесии, ни в Кабарде, нигде нету. Из этих республик, которые я перечислил. Не в оскорбление, я не принижаю вас, я говорю просто огромное количество петроглифов на нашей территории. Приезжайте, я покажу. И я вам докажу, что на самой восточной нашей стороне Родины, где вы тоже не бывали, где вообще ни хаж, ни мод, ни ваши специалисты никогда не были, и на чуртах покажу, и на башнях покажу, и на жилых башнях покажу, и на мечети покажу. Это все есть. И оно давно зафиксировано. Просто книги читать многие не любят. Или те, кто читает, не хотят признать факт. А воровать нехорошо. И мы не позволим. Ни одному нарнийцу, ни с востока, запада, юга и севера. И я точно так же говорю, если это наши делают у вас, пускай у них тоже их называют нарнийцами. Как-то не люблю я сардмаштых царя, но пусть отсохнет рука у каждого, кто посягает на чужое. Если это чужое. Если это чужое. И нету никакой разницы. Мы только по справедливости. Все, и я, и вы, все мы умрем рано или поздно. Нету презрения ни к умыкам, ни к аварцам, ни к ингушам, ни к терским казакам. Это история. Когда ты изучаешь историю, ты не должен паниковать и говорить, ты ненавидишь наш народ, вон они тебя побили, здесь сделали, там сделали. Этого всего не надо делать. Этого всего не надо делать. А что касается башен, я уже, честно сказать, их устал, я столько их опубликовал уже. Столько опубликовал. Да и еще сколько еще опубликую. Сейчас чуть высохнет, я должен опять, у меня будут выезды в горы, да, если наш брат меня не подведет, наш меценат, который нас поддерживает. Буду выезжать, буду показывать, и вы сами увидите, где, как и все есть. А теперь, друзья, башлам, нарнийцы говорят, что наш Ушурма, шейх Мансур, был итальянский вор. Такие лживые, подлые эти нарнийцы. Ну, этих людей я могу назвать только, ну, что ты поделаешь. С каждому незаконно рожденному ты не объяснишь, что такое Ушурма и шейх Мансур. Они не хотят признавать, что он был имамом. Они не хотят Кавказа, что он был первым. Они не хотят, чтобы за ним там стояли чуть ли не весь Кавказ. Это их слабости. И, да, маршал Дуэлсан. Итак, друзья, я хочу вам показать сегодня это от нашего нового друга, который поддержал наш проект и помог. И я хотел бы вам показать книги. Все эти книги не подарены, они куплены. И чтобы вы знали, они, как говорится, такие, примерно, чтобы было понятно. Итак, такая великолепная книга. Вот, коллекционное издание, железные уголочки такие, очень богатая текстура, книга «Покоренный Кавказ». Здесь у нас Парамонов, Решетленко, Маркелов, Гинкул, Шкляров. Вот они обработали страниц здесь 2010 года издания, 670 страниц. Здесь о всех кавказских народах. Вот такая вот книга. Очень такая хорошая, богатая. Я ее взял БАУ, чтобы было понятно, поэтому чуть, так сказать, дешевле досталось. Там 2500, она баушная. 2500, вот эта книга. Вот, я ее просмотрел, там есть очень многие моменты, которые нам нужны. Но здесь в основном про большие народы написано, честно сказать, грузины и так далее. Но там про нас тоже есть. Итак, новый автор, который мы тоже не использовали, я так понимаю, это наш брат Адыг Мухаддин
Мухаддин Кандур. «Кавказ» называется книга. Вот такая вот книга. Здесь об истории Мухаддин Кандур. Историческая трилогия. Это Нальчик, 2021 год. Почему я взял именно первую трилогию, первую часть этой книги? Здесь 785 страниц. И вот книга первая, а это, я так понимаю, книга первая. Здесь полностью глава первая, это чеченские сабли. Здесь 226 страниц только об этом. Вот такая вот книга Мухаддин Кандур. Вот такая вот книга. Это вторая книга. Она то ли 2800, что ли, где-то так стоит. В пределах этого, если я не ошибаюсь. «Кавказ. История народа и обычаи». Я эту книгу очень искал. Автор «История народа и обычаи», 2010 год, Нальчик, издательство Котлеровых. «История народа и обычаи». Мне кажется, то ли 1800, то ли 2000. Здесь проект Марии и Виктора Котлеровых. Здесь тоже очень хорошая книга. У нас тоже есть моменты очень важные. Вот такая книга. Итак, очень важная и очень интересная книга, которую я, честно сказать, давно искал. И я не знал даже, что она есть в таком. Это такая большая книга, хотя не такая толстая. «Вопросы древней и средней археологии Кавказа». Уважаемые мои друзья, это великолепное издание. Эта книга, между прочим, Москва, 2011 год. Это Академия наук Чеченской Республики, Институт гуманитарных исследований, Российская Академия наук, Институт археологии. И посмотрите, редколлегия Алибегова, Царакиева, Муса Харонович Багаев, Карнаевский, составитель Албегова, Царикиева, Мамаев, ответственный редактор Мамаев, утверждено Советом Российской Академии Наук, Амиров, рецензенты, и Кантарович, кажется, если не ошибаюсь. Но здесь я коротко пробегусь. Хотелось бы, чтобы ты зачитал донат с пожеланиями. Так. Так, от брата Доки Башлам салам маршалду Мартан Хуашкар Беркелер. Мартан Хуашкар Доки дана такаята Беркелер чан дейрес хил далси дойл. Итак, какие здесь есть моменты? Я быстро, я не буду всю книгу зачитывать. Кавказа. Так, все, что нам нужно. Телли и Теллинги. Первый и второй пуск Курчалойский в Чечне. Коробов, Борисов. О земледелии эпоху позднего бронзового, раннего железного века в Кисловодске. Это нам не столько нужно. Ранее фибула в поселении кабанской культуры, змеиность, северопонтийская смычковая фибула. Все, что касается железного века и, короче, очень важные, адыгейские есть, кабанские есть. Вот эти раскопки, описания, какие есть великолепные рисунки найденные здесь. То есть вот такая вот археологическая находка, так сказать, этой книги. Она очень мне дорога, и я ее купил, альхамдулилlah, что мы ее нашли. Вот. Все это, конечно, может быть показаться вам, их сколько, раз, два, три, четыре, 5, да, вам покажется, что вроде бы 5 книг не так, но уже, как говорится, за 10к. Итак, что самое интересное, вот такая книга. Вот что, когда ты ищешь, когда ты покупаешь важные для нас книги, мы упускаем один момент, вот такая вот книга. Что знаете, это написал мой преподаватель, ныне покойный, Дал Гештуатсону, Дал Елсмани Охловойл. Это Хазбулатов Асламбек Имранович, родной брат Руслана Хазбулатова, ныне тоже покойный, Дал Гештуатсона.
а также брат ныне живой Зулай Хасбулатовой. Книга называется «Аграрные преобразования в Чечне и Ингушетии и их последствия 19-го, начале 20 века». Почему я именно зачитываю? Я еще не все прочитал, но очень интересный момент. Сейчас к концу нашего эфира я хочу зачитать. Я долго продолжать не буду. Если будут вопросы, быстро отвечу. Что я нашел? Вот только я открыл, и я не знаю, то ли Всевышний, то ли предчувствие. Я взял его и наткнулся на момент, только я открываю, сразу же нужный параграф, земельный вопрос о Нагорной полосе. И знаете, вот на 83-й странице я хочу зачитать нашим братьям-ауховцам. Это касается Ауховского района, к кому же они относились все-таки и как все было. Здесь рассказывается о земельных отношениях, как приобретались земли, как после прихода Российской империи, как начали частную собственность регистрировать. Это все очень интересно, его надо, конечно, зачитывать, это нужно понять. Люди, которые понимают реально в истории, как появилась вообще частная собственность, что наши земли были общими. Здесь, если коротко пробежаться, я вам объясню, пользовались, вытягивали жребии. Эти земли можно было использовать только год, каждый год менялись, то есть хозяева, они были общими землями, частных земель вообще не было, земли, принадлежащие селу, там и обществам, здесь рассказывается, все детально, в принципе, описывается. И описывается это российскими учеными того периода, советского периода, которые написали, которые, честно сказать, многим неизвестны. Вот что хорошо мне понравилось в книге Асламбека Имрановича, я еще не все прочитал, но здесь есть моменты, в которых и указываются историки, которые многие другие вообще не указывают. И вы знаете, зачитывая я про чеченцев, все в основном, что касается, я натыкаюсь вот на такой период. Почему ауховцы, так важно ауховцам? В начале 90-х годов 19 века Евгений Максимов писал, это в 19 веке, не забывайте, 1890-е, еще в то время писал. До покорения чеченцев русскими, общественным правом на землю среди нахчуевцев, а именно так и они записаны, именно нахчуевцев, через букву А, нахчуа, считался захват, заимка. Сами чеченцы, рассказывая о сохранившихся преданиях заселении долин Ерексы-Аух и Акташ-Аух, ва алейкум ассалам, Ерексы-Аух и Акташ-Аух, послушайте, кем же являются ауховцы, чтобы было понятно. Акташ-Аух следующим образом объясняет свои права на землю. Первыми переселенцами из гор Акки, Лам, из местности Нашиха были, говорят они, не застали в этих долинах ни одной человеческой души. Кругом был простор и неначатая богатая земля. На юг высились горы, вершины которых покрыты были яркою сочной травою. Ниже начинались леса и спускались по ущелью вплоть до плоскости и далее до Терека. Переселенцы с благословением приняли от Бога эти места по праву первородного заселения, завладения. Первым делом старики сели и обдумали все, постановили правила, которые как завет перешли до нашего поколения. Относительно владения землей постановлено было так: пастбищные горы, не покрытые лесом, в лесной поляне разделить на равные части и разобрать для пахоты и покосов на 1 год, а затем ежегодно делить их на жребии по числу дымов. Эти земли будут общественными, неделимыми куп. Наконец, каждой семье предоставлено было право отметить участок леса и постепенно валить его, чтобы очистить место для пахоты и покосов. Эти участки по праву первого завладения поступили в наследную собственность отметивших их под названием Мохк. Лецин Мохк. Страница 84. Дальше зачитывать я обязательно его прочитаю, но про ауховцев даже в этой книге
у Хасбулатова Руслана Имрановича четко записывают, что эти земли, когда осели Лам-Эхкой, никто там, ну, описывают Лам-Эхкой, ауховцы. Там еще очень много моментов про ауховцев. Я думаю, очень понравится ауховским братьям эта книга. Там указывается о количестве, там указывается количество ингушей. Вот вроде покупаешь вот из этих 5 книг 2 книги, которые особо важны для нас. Я думаю, что мы ее часто сможем использовать в своем эфире и вам рассказать. Если в телеграм-канале, если в инстаграм-канале у вас есть вопросы, задавайте, братья. Я отвечу. Думаю, что 2 часа это вполне нормально провести эфир. Если у вас конкретно нет вопросов далее, мы завтра тоже постараемся провести. Я вам конкретно уже по документам и дальше завтра тоже отвечу. Что касается просто-напросто людей, которые помогают продвижению канала, тех, которые любят, да, говорить донаты, этого у нас фактически с нулевым балансом, поэтому 5 часов, 4 часа эфиры делать смысла я не вижу. Часа 2, час-два сделать, и то хорошо, о важном, о нужном расскажу. Если кто-то будет, если вдруг мы найдем какого-нибудь там, грубо говоря, мецената, если нужно будет по 4-5 часов делать, мы будем. Будет какая-то интересная тема, мы найдем эти излишки и будем дальше, конечно же, проводить. И дальше. А сейчас, так, в данный момент, я думаю, что если у вас есть вопросы, задавайте. Ибрахим, если есть в Ютубе вопросы, задавайте. Сейчас мне намного проще ответить. Я вам показал книги, я вам разобрал тему, рассказал ответы на блогерские. Так, остальные моменты по истории я вас прошу, по мере возможности, когда мне попадаются какие-то... Ассаламу алейкум. Среди чеченцев есть выходцы из гун. Нету у нас гуннов. Гунай наши, которые, это исконно чеченский тейп. Гун у нас нету. С каких пор у нас должны быть монголоидные гунны, которых, если ты имеешь в виду эту расу, мы какое отношение к гуннам имеем? Я не знаю, если был бы Пешхо, там начал бы рассказывать, что гунны это мы, но я не из этой области, так что гунай у нас есть, а гун у нас нету. Вот так вот. По вопросам, по тематике, статистика у нас идет вверх, великолепно, просмотры идут очень хорошо. Но что касается остального, что вы боитесь, трусите ставить лайки, те, кто боится ставить лайки, я не знаю, почему вы боитесь и кого вы боитесь. Очень странно бывает, что нарнийцы, которые не имеют ни чести, ни совести, обманывают десятки тысяч людей, не смотрят ни на какую национальность, не смотрят на ислам, не смотрят ни на что, ставят на ложные карты, на ложные паблики, ставят 500-600 тысяч лайков ставят и пишут комментарии. А мы, вроде бы стремящиеся за истину, за правду, у меня большинство подписчиков Нохчи, да и в любом случае другие люди смотрят. По просмотру видно, что огромное количество у нас подписчиков и просмотры высокие, большие. Поставить лайк боитесь. Я, честно сказать, не знаю. Я не в Европе, я живу у себя дома, на родине. Свяжгала, Аша, Уса, Тайпана. Экшбатоуса, Нохшмахкоуса, Сагергернаха, Шукбица Бисна, Мелхай Чертой, Уарстой, Массуау, Сагергернахбу, Соцханна Ден, Халхия Тидзедяша, Васуэй Коман, Дал, Васайгдал, что Шкипар, она осталдяша, Охмархал Таламбяша, историт, я хацут, я ахюк, шу тейп, нишалят, я звашу, Кечен. Если даст Бог, как говорится, Дал Элдалаха, книгу тоже попытаемся написать, но не сказки мамонтозаврами, саблезубыми тиграми и ковчегами, а реальную историю нашего народа. Это покажет время. Постараемся сделать, если получится, конечно. Попытаюсь без мифов, без всего. По крайней мере, если уж писать на документальной основе напишем, а если вы хотите альтернативную историю, так и запишем, что это альтернативная история и так далее и тому подобное. Уже будет готово ко второму, как говорится. А что, то, что вы боитесь ставить, где-то кто-то боится ставить лайки или оставлять комментарии, я не знаю. Это ваше собственное решение. Шугаха, это снарничка, йол, я двинал цахул шугах, я майрал цахул шугах. Они, не считаясь ни с чем, ставят лайки, делают все, что угодно, делают любую. Цейр бартхул.
pitch buatta da'ala и dadahaita. Awayshini shabaq want i'borsha, nis want i'borsha. Уратал, я лайк тайна, я комментарий. Я-то, конечно, честно сказать, от этого ничего не теряю. Я могу закидывать такие ролики, которые будут нравиться другим нациям. И Ибраим это видел. Наш ролик, один ролик просто-напросто за один месяц уже набрал 11 миллионов просмотров. На Инстаграме один ролик у нас набрал уже 1 300 000 было последний раз, когда я смотрел. Каждый день не меньше 20 перепостов до сих пор этому ролику. Если хотите, вы будете среди тех, кто распространяет истину, правду, бережет свою родину. Не хотите, можете даже дальше не ставить, просто смотреть и оставаться со стороны. Но не говорите завтра, что я что-то сделал для своего народа, хотя бы элементарно, бесплатно, нажав палец и лайкнув то или иное, как говорится, пост. Все, что есть, мы делаем, культура, обычаи, традиции, все касается нашего народа. Или какие-нибудь социальные проекты, или спортсмены, все касается нашего народа. Ни моих братьев, ни моей семьи, ни моего тейпа имеется в виду. Это все общенациональное. Вы должны понимать, если мы сами не продвигаем свой бренд, если мы сами не оживляем, не исследуем свою историю, не защищаем свои ценности, культуру, кто будет это делать за нас? В последнее время все пришло в упадок. Страшно просто ушло, потому что были войны, но это все закончилось. Неужели мы так и будем продолжать дальше и говорить, что вот у нас ничего нету, потому что у нас всегда войны, у нас всегда депортация. Хватит уже жить прошлым. Закончились 2 чеченские войны. Время Ренессанса, время Возрождения. Пишите поэзию писателей, рисуйте, стихи пишите, рассказы пишите, истории занимайтесь, исследованием. Делайте все ради своего народа, хоть что-нибудь сделайте для своего народа. Остальное, дома, машины, это у вас и так будет, у вас на это и так ума хватит. Но только объединившись вместе... Алейкум салам ва рахматуллахи ва баракатух. Только объединившись вместе... Только объединившись вместе, мы сможем достичь хорошего результата. Подумайте сами. Я у вас ничего просить не прошу, но вы спрашиваете, что нужно сделать. Я вам говорю, что. Вот нужно сделать элементарно вот такие простые вещи. Бях мобил сайт хал, хавистхал, хуалар чура. Omar yarıcı geçti sonra aletse soyadine ve yazdır hoş yazine ve şedig yazine leçvaş aşbonah sen ve o açıtı tadiyest ser diyest izah sükhetçe hangi hetçe ter huhilde ter hukturhilde Ser huhilla, ser mil iller chuhilla, mil peetkilla, ser sokiech. Wat ser mil mihayu ilyesh her ilyesh, ser ta illikhilla derde ta humakhla ya. Ve şeyge dot duas karochi dot muat buitser ikhamdala shash khamdala ingushi ala basha khamdala shay muat khilitan sa ve muat mabit ali ve ser netala ser hu eder ha ve ashtamuat tombut شاید مطلقیش شاید بیتیش بودرتر و ایمت بودن و پس ایان ندای پتی تیر پیلش مخلیتیش و تیر پیلش داتر و وین تا اوک ازودیش واه و پس ایان ندای اتشوتیش یا آنش با نه نخچی ببوش و نخش ببوش و نه شاید یحیل شومش یاتش یحیل شومش یلعه ساده هلا ایت حاو تعم نیس ایلرا تعم غوش 3 سنتيمتر خوش دوية ملو توشل حنا حيلة توشل هم شيء إنغوشي под название إنغوشي شيء я знаю галгай вай вежери вай хавла вай вежери кеста мат джутч вай астенбол галгай я понимаю إنغوشي حنا حيلة تانюка джутки одиня мялос месяц тянюка и إنغوشي бу и это Санпана дакета ще ялач нахбоша вайди кадяка и вай территории да грузи дахочо территории и мохкалеца вай ингушети даниели
نزرانسكي دانير بو اسكاسك شيء اش دو وقتوا اسكاسك سير هم خليات يدق لا ويدو تيجي ايش تحادو ديش فان بايزي شادو يش تان ديك الغات شي تان خطيت ترايم هو دي تانا وزير الله بات شي انغليش بوخ فاميلي يبان ميواني مافيوزي إذا شلت على كوراتورش بوش خير إنها برت كليتراش بات يخير بوش باتنا برت أعمل تيجا بقوي يسا تيجا زان سانيل ده زان بيقول يعني أوجد سندو يشتغل بوش بات هون تش نوتري يا إنغوشيش باتش يقل جاي باتش إيش حنا حياتش هم شو وين مرتبش وين ثاني زعلش لنا وين لا تعاش نحبوش تشي تهم حتى تو سنتيمتر هما ياتي تا هو تان بيتر غوش ياتي باشنيش أولج داديو لو تان أتشوتش تا باشني خلا ياتر متينا باشني وباشنيش واحد سنشو بيعينس باشني لا خلا بياتش كاير تابيش عينا بعد قلقة وين محبوي وين باشنيش تيجايش وين باشنيش يو قضايش وين باشنيش يو مسلم بتاعيو باشنيش وين باشنيش استخدموا يشتريهم هذا تيلي بيلي بو خبر ديس ولا أكثر يو شو ما غيراتهم أكثر ما لازم كريتنا هون وقت هون هو كده ده مو نت كزيات لازم ما يحكي شيء هم خليات ونوكشي باش شو أصلا ونوكشي بو أصلا شيء بو كير يسن باش شو ويسن عين ويفتح сам يفتح مو عن إيش عين نحبوش просто 250 лет прошло бекаешь и ингушиш бош и мафию и клан фамильный клан фере и мет хале цейн и вей шадл вей тейп наш бодуш и галы тейп бодуш и ингушки هو клан цитан техина ха хан at جوتكشي at كيسنا تخاو في بوش وين وين قد يعني تين هم خلايات اتجا دادو ديشو ويارش هونو دي تين هونو ديك دوكوز اي ناسو بيجا دا جاش دوتو دا اي تبو كيف دول سعد سعد опасно вы sound that سعد опасно вы очень خوي опасно будем харсон так это опасный будет харсон это как говорится سعد وقوسة цунга ларам болдера сладуяха سعد شيء بقويوشين لو أجالا بقويوسا يبقونشيات أسيهمش دي تسيشيات سو طالعشتينا حق شون مخقرة واقع نسا يوحقوش إزر ناخن جيتا قوش دكومنش ديك دعقوش بوال بيشتاقوت أقا دكومنش تعيش بوي سايش بات بول دات أقا إشت قيتا مخلبيز أما أسا ويشتاقوت سايد بيوخمش تديتين سايد وقوتون ديرت وشيخيت شو منيني ألا أس منيني قلدوخا أش قلدوخا شونا مسانا ديريس خيل высказать свое мнение может, но оскорблять никого не стоит. Это мнение этого человека. Что же касается моего мнения, я не говорю, что у него неправильное мнение. Но и саиду башламу. Галга ой вежрибу, ой цак амду. И ла тела иштексан ункар хейта. Питниш дияшу лямарт цуру юкбалгачу нах и питни ургшила وي تاريخ نرنيش آله تاريخ چنگج كوكش آله إي بيتني عرقش قطر خلايو وي دعيس دا حوصر دو وي غلغا ويجريش تحور وي جاير خواي وابي وي دعيس با حوصر بو دو تقديد حوصر بو إي دويش болчарг وي ладу خردات وي история таламбир бу. Мы будем изучать историю, мы будем заниматься исследованием. Сегодня мы два отдельных субъекта федерации. Они имеют свою главу, имеют свой парламент, свою республику. Цейрадал Эхтуболь. Я критически такие вещами не занимаюсь. Я просто единственно прошу книги, документы трактовать, рассказывать историю именно основываясь на документальной основе. Вы, конечно, можете сказать, что есть некоторые документы, древние истории, но в этом случае нужно говорить, что это гипотеза. Что вот это аксиома, что это гипотеза, что вот так-то нужно... Тимур. Инстаграм чо хэшвати, телеграм чо ват. Телеграмом прерываться, да я ши гуштарсун. Инстаграм чо хэшвуйсо, Ибраим, хайта,
Слышно меня в Инстаграм чапазы цехеси я верю. Да. Да? Значит, хандайол шон. Ладно. Дикду Тимур, у тебя телеграм, продолжить его, инстаграм, что? Хель шубах. Тимур, это значит, у тебя хель шубах. Ва алейкум ассалам. Да? Что бы то ни было, в любом случае, кто бы что бы ни говорил, я ко всем отношусь уважительно, у каждого есть свое мнение. Если мы говорим о древней истории, мы должны говорить, что вот это наша гипотеза, вот аксиома, вот теория, надо вещи называть своими именами. Если мы говорим о современном 18, 19, 20, 21 век, есть документы, есть люди, которые жили в то время, которые наиболее правдиво написали. Апеллировать этими документами, юридическими документами, нынешней там картой и так далее и тому подобное. Вот что является истиной. Понимаете? А остальное, все, что есть, то, что мы считаем, то, что мы... Люди делятся на тех людей, которые могут говорить свободно. Те, которые в Телеграме находятся, это для аудиоплощадки, где высказать свое мнение. Человек, который, подписчики, тем более столько, сколько у меня, и такие большие просмотры, я должен за каждое слово отвечать. Я не могу сказать, что народа нету, я не могу сказать, что республики нету, я не могу сказать, что они сидят на наших землях. Я такие вещи говорить не могу, потому что это будет неправильно. Во-первых, есть законодательство, есть федеральный центр, не мне вам объяснять. В 1860-62 году создали округ, область, после этого появилось. Вот так надо в исторической перспективе об этом рассказывать. Если есть хронология, историческая хронология об этом рассказывать. А то, что я там сяду, скажу, это не существовало, оскорблять там и так далее и тому подобное, это не в моей компетенции, и я так дела не делаю. Я искренне считаю, на самом деле, я говорю в последнее время, со мной связываются наши братья, они говорят, мы сегодня в проигрышной ситуации, если мы скажем это, заявим, я что могу сказать? Эти люди тоже по-своему правы. Но Кузах никому до этого дела нет. Люди, которые интересуются историей, культурой, их, к сожалению, не так уж много. Тейпы даже, когда ты начинаешь, раз про тейп, панику поднимается про какой-нибудь, иштиазинир, уштиазинир. А вот эти мистический сепаратизм, он меня не устраивает. Если вы будете интересоваться реальной историей, про каждый тейп, который занял в историческом периоде в истории нашего народа, вы об этом узнаете. Но опять же, вымышленные персонажи или, так сказать, не имеющие под собой основания, будьте осторожны, особенно чеченским блогерам. Я хочу, чтобы не становитесь норнийцами. Я прошу вас ради Аллаха, будьте умнее. Вое дукка мастребу, норнейчи олкуайцарах, да? Үш бедат, үш сөйлі бала, онки бала, ноқчы бала, ғалға бала, мүші бала, петни наққа бұ, харцу лилуш нақ бұ. Вы решите, есть проблем исторические, нам нужно защищать, отстаивать, возрождать все наше культурное наследие. На этом я сегодня заканчиваю, уважаемые друзья. В Инстаграме я заканчиваю, в Телеграме я чуть-чуть, если вы хотите, конечно, мы можем продолжить, но если есть кто-то хочет поговорить, обычно Тимур у нас пешхуха, как мы говорили, здесь на многие такие более древнюю историю заходим, сарматы, скифы, аланы, там такая тематика идет. В Инстаграме я просто уже времени у нас мало, мы сейчас в Телеграме продолжим, а в Инстаграме всем подписчикам с Инстаграма я Масан Дейре схил, там сегодня один человек там задонатил, дохка Урус Мартановский, дохка он Дейре схил, дал духуахуат. Я это не доната, да, саюэль, будущник, эзершка соду улетел. Нет, эзершка это будет все-таки мало. Эзершка соду улетел. Вот, всем, кто помогает, всем, кто слушает, огромная благодарность. Не бойтесь, вы противозаконно для шумадачун, вы политически для шумадачун. Мы занимаемся историей, культурой, традициями, адатами. Ставьте лайки, приглашайте больше подписчиков, пишите комментарии, высказывайте свое мнение.
ашиязы чевоин хазхиетер душун. Без разницы, будь то с Ингушетии, будь то с Дагестана, без разницы, где бы ни было. Просто не материтесь, культурный диалог ведите, никто вас не будет блокировать. И еще, дорогие подписчики, кто смотрит до конца, не пишите мне, почему ты закрыл комментарии. Валлахи, биллахи, таллахи, с первого дня, 13 лет тому назад я создал этот аккаунт. И с тех пор я не закрывал ни один пост, и комментариев я не закрывал. Хотите писать комментарии, подпишитесь и пишите комментарии. Тогда вы увидите аккаунт, тогда вы увидите свои комментарии, если без мата. Я поставил определенную программу, которая запрещает любой мат, который вы пишете. Он не доходит, его никто не видит. Его автоматически там до 20-30 символов я указал. Все грязные слова, которые вы пишете, женские, материнские, отцовские гениталии, вы пишите сколько хотите, они не будут проходить, и вы не сможете их писать, и никто их видеть не будет. Культурно пишите, оспаривайте, говорите, это правда, это неправда. Спорить не надо, оскорблять не надо ни народы, ни фамилии, ни тейпы, ни шахара. Общайтесь культурно. Не врите, не материтесь, ведите себя как эсди. Если вы не будете себя вести как эсди, мы вас запишем в лей и отправим. Понимаете? Вот так вот. Остальное, как говорится, всем удачи. Подписывайтесь на канал. Огромная благодарность всем, кто был в Инстаграме, слушал. Ютубовские, телеграммовские. Сейчас мы продолжим. Шунмасан Дейресхил, с вами был Башлам. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Надеюсь, нас пока не выкинули. Я эфир закончу и сохранить попытаюсь. Эфир завтра мы попытаемся сделать. Пишите заранее свои вопросы, пишите в директ. Особенно важны старые древние книги с картами, если у вас есть и по истории. Фотографируйте, скидывайте в директ. Я скажу, у нас есть или нету. Вместе мы сможем одолеть всю эту проблему с безграмотностью и одолеть всех норнийцев вместе взятых. Сколько бы их ни было. Сверху, снизу, сбоку. Да, Аллаха ищет ситуацию. Уэйс, номер карты Ибраим Гайон, номер карты Сбербанковский. Моих номеров нету. Меня заблокировали. Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк заблокировать на мой. Там Сбербанк есть. Это номер решил Сбербанка. Это мои родственники. Взял номер родственницы. И карты номер решил. Цу я шдая хакоч решил. Ибраим Сокчук Кваснир и номер. Уж там сайнинг. Ну, видите, что я оказался опасным вредителем. Ну, может, из-за этого, может, по другой причине. Ну, этот вопрос мы тоже исправим. Постараемся сделать. Ибраим, Уэйс нохчу элвочун скинуть и номер карты. Если хайн салам. Всем огромная благодарность. Если будет интересно, заходите завтра. Пишите, обращайтесь в директ. Ибраим, Уэйс, и он номер. Если даят лон. Я его просто не сохранил, я его обычно сохранить, то я был Аллах Тураси. Ну, последнее время, как ты знаешь, Уэйниш, эта рука вообще у всех отсохла, как говорится. Цундера я уже не ставлю. Всем удачи, ассаламу алейкум. А мы продолжаем в телеграм-канале. Дальше в телеграме, в ютубе продолжаем. Дейресхил, адиквен, маша. С вами был ваш брат Башлам. Подписывайтесь, приглашайте. Особо ждем всех вас, наших соседей, адыгов, лезгинов и всех остальных. Вместе мы сможем достичь больших успехов по изучению достоверной истории. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.
Раз. Хэшуй. Связь. Кто-нибудь слышит меня? Телеграм. Раз. Айса. Разрешить говорить. Айса, хэшуйсо. خيشو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ну что, ночные волки, дальше мы продолжим нашей дружной кампании, как говорится. Айса, как у тебя? Что там у нас на Лезгинском фронте? Умадуйтига. И Айса пропал. Где все? Так. Башлам Фуэллера, Сакидер Сэр, подключите микрофон. Что там на Лезгинском фронте? Что-нибудь есть новое, Барасом? Пока ничего нету, пока я еще ни с кем не связывался. Кест Хариле, информация будет. Лезгин Шицани. Я Цахама Алваларсо башла вот нохчи бати бош. Не сдаю чудерхшо. Учевал. Вот смотри. Нохчи буй бати баш. Ну, про соседей наших. Это не просто сайт дворов чуахенс, чуаватсил, чуа. Не, я знаешь, Софуал Рэш, вот те же Сваны, Тушины, Хевсуры, когда-то мы были одними, да? Вот, они в силу разных причин же от нас как-то отошли, вот, и ничего с нами не случилось, мы продолжаем каждый по-своему жить, хоть он отдых ума датиши, пускай это отделяется какой-то народность. Я-то не против, просто Айса, культура поведения в социальных сетях, она должна быть. Я не могу сесть и утверждать, что нету такого народа, понимаешь, когда он Конституцией Российской Федерации, всеми законами. Да, не, если он сам хочет этого, почему бы нет? Мы не можем же говорить, ни ты, ни кто-либо еще, да, то есть, если кто-то хочет создать какую-то свою, я не знаю, идентичность, то ради Бога. Вот, если он говорит, что если мы разные, ну, пожалуйста, мы же не против этого. Тем более сегодня вон кистинцы, да, Ахмед Ашва, Ишва, Вежери, они никогда себя не отделяли от нас, в отличие там Тушина, бацбийцев и других народов, да, которые имеют с нами какие-то корни, да. Вот, поэтому кто желает быть с нами, ради Бога, кто не желает, также ради Бога. У нас вой гумаду нех дагван иш дац цунден отсуман кибаш сагат дадиш дац пой отсуман шила мамовой мелвал саг. Кем дац. Понятно. Ибраим, а чё? Ибраима не слышно, как всегда. Микрофон, халатиню, хэш, вас, Ибраим. Аллергия, что ли? Что-то